Следующий человек, кто выйдет на эту сцену впервые, если я не ошибаюсь, да? Впервые он здесь в гостях, поэтому я чувствую, что у вас есть некоторые уже, вот я вижу за тем столиком уже вот подпирают лицо, я вижу здесь, Элочка, понятно. Друзья, давайте мы, ручка у меня великая, оп, магия, ага, фокус, как она здесь оказалась, никто не знает. Я вам покажу фокус, видите, ручка здесь есть, и она по-прежнему здесь. Суть не в этом. Я сейчас вас немножечко должен встрепенуть, чтобы вы когда проснулись, и мы разбудили Эллу. Поэтому у нас есть стандартная перекличка, мы ее снимаем на перевернутую... мы не будем ее снимать, да? Я говорю там супер, вы говорите стихи. Я говорю супер, вы говорите стихи. Я говорю супер, 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 вы такие стихи, стихи, стихи. Кто не понял? Замечательно. Все готовы? Супер! Стихи! Супер! Стихи! Супер, супер, супер! Стихи! Отлично, вы аплодировали, мы такие все молодцы. Что? На видео? Это была тухлятина? Конечно. Это так можно... Критик Белинский сказал, что это была тухлятина. Это так мы можем на наших похоронах проекта так кричать. Супер, мы вас любили когда-то. Нет, соберитесь, ребят. Давай, хорошо. Все поняли? Просто я понял, просто было не слышно Миху из Михабы. Миха, ты там давай-ка баритончиком навали. Итак, супер! Супер! Супер, супер, супер! Отлично! Вот это! Я зову на эту сцену Джон Вейн под ваши несмолкающие аплодисменты! Спасибо. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Джон Вейн, в быту Дмитрий Ерохин. Возможно, где-то что-то слышали. Я занимаюсь моральными пабликами ВКонтакте. Моральными? Да. Да. Вот. Не моральными. Ладно, 3 стихотворения. Да, кстати, вот хотел сказать, что в свое время был такой поэт, господи, был и был, да, хорошо. Если я волнуюсь, я просто уже давно не волновался, потому что реально хороший зал, отличный звук, вот, и что-то я вообще... Вот, Уильям Блейк звали этого поэта, вот, и он в свое время сказал, да, такую фразу «Poetry is hype», да, что в переводе означает, что поэзия — это хайп. Вот, и вот прошло всего несколько столетий, и реально его слова казались пророческими. Вот, давайте почитаем. Когда лежишь на кровати и думаешь, чем заняться, когда полагаешь, что это среда, а тут на тебе, ёпты, пятница, то озадачиваешься вопросами. Вот так же, наверное, в эпоху античности чахли философы. В песочницу вполз сугроб. Первый признак того, что мая ждать еще долго, а августа вот наоборот. Пацаны за домами бьют стекла 24-й Волги. Сверло антибездействия трепанирует толстые стены личностного пространства. Все рассуждения бесполезны. Действия все напрасны. Все, кто тут есть, прекрасны. Всех нас родила морская пена. Кто-то скажет, что Сталина на них нет. Кто-то скажет агрессии среди детского населения. Кто-то лежит весь в такой сомнении, то ли не труп, чашечка ли коленная, ордена Ленина, ну что там еще нетленное. И все эти новые, среднешкольные, уничтожающие чужую собственность, все глубоко похеру. Если ты, в принципе, жил, не жил, то все, что снаружи, вообще косвенно. Мальчишки разворотили фары. В глазницах автомобилей белели скорости, сколько там миль было на старом спидометре, до которого не добрались ребята, которые с корнем вырвали бампер. Пацаны доломали переднюю дверь. Ромка порезал осколком руку. Сука, корыто ржавая, чё стоишь? Вызывай скорую! Лужица крови на мятом капоте смешалась с гнилой листвой. Пацаны разбежались в стороны.
Все наши действия объяснимы трудно. Мыслить можно поуже, а можно чуть шире. А так, если коротко, то страховку вряд ли покроют. Следак получил работу. Посмотри в окно и увидишь ее как новую. Волгу ГАЗ-24. Спасибо. Рука. Когда король обнажит голову, а ты останешься в шляпе, вспомните этот вечер. Вы смотрели «Путешествие Нильса» за ужином с мамой, с папой. Только я теперь оголяю торс, а ты оголяешь плечи. Когда одна палочка и 9 дырочек истребят целое войско, помните, друг спас жизнь друга. Шведская девочка выглядит так неброско. Шведскую девочку передают по кругу, когда одна пантера и 3 тигра тихо крадутся по направлению к Бресту. Помните? Да вы ни хрена не помните. Апостол Павел стоит перед вами. Он высоко поднимает крест. Он вами повелевает. А вы свет погасили в комнате. Когда в алкогольном мареве тихо крадешься по узким стокгольмским улочкам, вваливаясь в дома шведок в поисках чая и кипятка. Милый мой боженька, что же нас всех так скрючило? Рука настигает меня в переходе на Театральной. Это моя рука. И последнее. Мне нравится слово «последнее», потому что оно как бы вот выражает то, что есть. Это последнее стихотворение на сегодня. Корабль. Я видел корабль. Он появляется на закате, когда лучи преломляются перламутром. Он появляется вовремя, то есть не поздно, не рано, когда земля остывает, а не нагревается утром. Я видел корабль, я знал команду каждого. Я мог бы зато поручиться. Ублюдок на рейде стоит, ну ладно, отчаянно рыбы молчат и чирикают птицы. Кот, мохнатый как обезьяна, готовил из рук вон плохо. Волосы в супе, в тушеной говядине и стакане. Он умер, когда выходил из камбуза за горохом. Боцман, охочий до рому, не мог запомнить нормально ни одного имени даже. Продал в таверне подаренный капитаном компас, сдох, подавившись с пьяну овсяной кашей. Юнга, прилежный малый, следил с вожделением за тем, как сношались в порту матросы. Его ненавидел боцман, ему проломили бутылкой голову в одном захудалом баре. Судовой доктор, как корабельная крыса, злой, голодный и одинокий. Не любил капитана, закрывшись в каюте, вел какие-то списки. Он отдал концы, не рассчитав дозировку морфия. Травмастер любил издеваться над Юнгой, когда с боцманом набирался дешевой водкой. В кают-компании пел о каких-то там нибелунгах. Ему в темноте перебило хребет лебедкой. Канонир взят был на борт по ошибке. На грузовом корабле отродясь не водилось лафетных орудий. Любил подкармливать остатками пищи рыбок. Теперь кормит рыб покрупнее, свалившись за борт судна. Капитан часто был в печали. Он любил выходить на палубу к носу, где волны тоньше. Он пытался услышать то, что ему сообщали чайки. Капитана повесил на рее его помощник. Доски на шхуне скрипели, как стая больных гусей. Трюм частенько затапливало соленой жижей. Матросы слонялись по палубе на веселе. Каждый из них никогда и не был пристыжен. Экипаж и корабль навряд ли войдут в историю. Все
выжившие станут кормом для воронья. Души, которых сожрало, но обязательно выплюет море. Команда. Команда, имя которой я! Спасибо! Вива, суперстихи! Джон Уэйн, под ваши аплодисменты, друзья, у нас здесь в гостях. Я считаю, что слова будут излишни. Ничего не скажу. Вот же впереди Стив Бургунд. Finish him. Фаталити. Get over here.